А, Хотел бы записать, если получится, короткое видео по некоторым странным фактам, которые я замечаю. Как известно, после разоблачения массовых убийств во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия бандой ФСБ во главе с бандитом, главарем Игорем Хвостиковым в 2017 году массовых казней молодых людей в Чеченской Республике Ичкерия, мне и Сулейману Гизмахмаеву и нашим семьям данная банда угрожает убийством. И мои друзья очень много делают для того, чтобы максимально привлечь внимание к этой проблеме. Записывают много видео со словами в поддержку, чем я им всем благодарен, и всем людям, кто пишет, оставляет мне пожелания добрые в комментариях. И мои друзья обратились в Радио Свободу, Свобода, к журналистке Александре Вагнер. И вот эта Александра мне позвонила, мы договорились о разговоре, она включила запись, и мы начали разговор. Разговор был длинный, мы очень долго говорили, она задавала вопросы. Ну и я, все, кто смотрит мой канал реалити и знают мою позицию, я называю вещи своими именами, чего бы мне это ни стоило. Террористическую банду ФСБ я называю террористической бандой. Россию я называю оккупационной, фашистской, имперской страной. Чеченскую республику, соответственно, временно оккупированной. И это не понравилось Александре Вагнер. И после всего нашего разговора, а я являюсь руководителем правозащитной группы Human Rights Center Ичкерия, наша организация проходит процесс регистрации здесь, в Германии. И я это сказал в процессе разговора, что у меня организация проходит процедуру регистрации. На что мне Александра сказала, что извините, ну давайте подождем, пока ваша организация будет зарегистрирована. И вот тогда мы вернемся к этому разговору. Возможно, даже вот это наше интервью будет выложено. Я никогда не слышал более такой глупой отговорки для того, чтобы не дать слово человеку, которого преследуют, которого хотят убить и который стоит на принципах защиты не только Чеченской Республики Ичкерия, но и Соединенных Штатов Америки. Но это не мешает Александре Вагнер, с Кавказ Реалия журналистам, которые не оставляют иногда своего имени, которые финансируются американскими налогоплательщиками, которые для нас, для людей, ищущих правду, желающих жить в свободном, демократичном мире, Радио Свобода являлся с давних пор, Радио Свобода являлась с давних пор лучиком света, лучиком надежды. Несмотря на это, мне отказали в этом интервью в праве быть услышанным даже под угрозой смерти. Мне отказали в этом праве. Но что было удивительно наблюдать сегодня, я увидел, что Кавказ Реали, я постоянно рассказываю, что братья Тумсо Абдурахмановой Тумсо Абдурахманов работал со своим братом Игорем Шмаковым, это его брат по вере, ФСБшник, или ГРУшник, который занимался прослушкой
Сам Тумсо Абдурахманов занимался переводами прослушки. Для того, чтобы переводить с чеченского языка, особенно наших партизан, которые говорят намеками или образно выражаются, чтобы о них не поняли, нужен был хорошо владеющий чеченским языком, ну, носитель чеченского языка. Этим занимался Тумсо Абдурахманов, и не только он этим занимался. И вот этот человек заслан сюда. Об этом я много говорил, писал, делал видео. Но несмотря на это, на деньги налогоплательщиков, Кавказ Реалии сегодня нам рассказывает про спектакль, который устроили Магомед Даудов по кличке Бутылкин, который раньше пиарил Тумсу Абдурахманова. И теперь сейчас снова, когда мне угроза и повестка дня появилась, что обо мне начали говорить, об угрозе в мой адрес, сейчас перехват информационной повестки происходит благодаря тому, что Магомед Даудов и Тумсу Абдурахманов друг друга обзывают. Ему звонит снова Магомед Даудов и начинает его оскорблять. Ну, новый пиар, новое отвлечение внимания. Несмотря на это, Кавказ Реалии, к сожалению, нету фамилии того прорусского, можно сказать, с уверенностью журналиста, который финансируется, опять-таки, как и Александр Вагнер с Радио Свободы, финансируется, получает зарплату из кармана, из бюджета американских налогоплательщиков. Сей факт очень удручает, друзья. Провокатор, который прикидывается исламистом, который координирует, вербует и туманит мозги чеченцам, которые живут здесь, в Европе. Хотя уже многие чеченцы поняли, и только там его коллеги или же молодые совсем неопытные дети слушают вот этого пропагандиста. Несмотря на это, Кавказ Реалии продолжает пиарить этого человека. Будем надеяться, что на Радио Свобода разберутся. И это, конечно же, не нарушение прав свободы слова. Ни в коем случае. Но если русские спецслужбы атакуют американские посольства, наносят колоссальный вред Соединенным Штатам Америки, происходит невероятная доселе ситуация конфронтации между фашистской Россией, Китаем, как союзников, и западным цивилизованным миром, тиранией и цивилизованного мира, кто-то поддерживает, кто-то пиарит и ни слова не произносит про другие вещи, которые происходят в том же чеченском обществе. Пиарят вот этих пропагандистов. Я очень надеюсь, что меня услышат и будут приняты соответствующие меры, хотя бы разъяснительного характера, довести до журналистов соответствующую информацию. Если они так плохо ориентируются в происходящих сегодня событиях, то им следует как минимум не работать в этой уважаемой радиостанции, ну или уже в большом большой медиакорпорации, как Радио Свобода. Всего самого хорошего, друзья. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку.